Добрый день, уважаемые абитуриенты! Меня зовут Лира Зеевна-Гес, я доцент кафедры физики и нанотехнологий. Прошу вас внимательно ознакомиться с информацией, которая касается вступительных испытаний по физике. На данном слайде вы можете видеть основную информацию. Форма сдачи дистанционная. Сама сдача экзамена происходит в виде тестирования. Тест содержит 25 вопросов, среди которых вопросы из таких разделов, как механика, молекулярная физика и термодинамика, электричество и магнетизм, а также оптика, атомная и ядерная физика. С правой стороны слайда обратите внимание, что у нас прописано минимальное количество баллов, это 39 баллов. И с левой стороны продолжительность вступительного испытания, она составляет ровно 1 час, кроме тех поступающих, у кого ограниченные возможности здоровья. В данном случае продолжительность увеличивается на 1,5 часа. При этом нужно, конечно, иметь сопутствующие документы. Попытка всего одна, обратите на это особое внимание. При этом, как осуществляется сдача, вы можете видеть на этом слайде. Первый вход на вашу личную страницу осуществляется через логин и пароль, который вы получите по электронной почте. Если вдруг это письмо у вас не видно, то попробуйте посмотреть в папке «Спам». Иногда какие-то почтовые клиенты отправляют эти письма туда. Далее, при первом посещении вы поменяете этот пароль, который был задан по умолчанию, на какой-то свой, и последующие посещения сайта уже будут у вас под своим паролем. При этом перед каждым экзаменом нужно будет обязательно сфотографироваться и прикрепить цветную фотографию, так, чтобы было видно ваше лицо и разворот паспорта, что это именно вы, и ваше лицо, соответственно, с фотографией в паспорте должно совпасть. И еще раз, время, отведенное на экзамен, у нас составляет 1 час, и попытка всего одна. Посмотрите на интерфейс, вот так выглядит личный кабинет абитуриента. Инструкция по сдаче вступительных испытаний очень подробно прописана. Найти ее можно во вкладке «Нормативные документы». Вот с левой стороны она выделена. Нажимаете туда и проходите, соответственно, по ссылке. В этой инструкции содержится максимально подробная информация о том, что делать, куда заходить, как проходить тест и тому подобное. Само расписание вступительных испытаний вы можете найти вот по этой ссылке. То есть на сайте нашей приемной комиссии вам нужно будет выбрать вкладку «Бакалавриат», и, соответственно, вы увидите вот такую надпись «Расписание вступительных испытаний». Она выделена на этом слайде курсором. Нажимаете туда и ознакомитесь с расписанием. Вот такой вот оно имеет вид. Физика как раз выделена желтым цветом. Вы можете видеть дату консультации, это 22 июля для всех абитуриентов. При этом те, кто подал документы с 20 июня по 20 июля в течение вот этого месяца, сдают экзамены 23 числа, 23 июля с 10 утра до 10 вечера. Также есть резервный день, 25 июля, для тех, кто по уважительной, конечно же, причине не смог сдать в основную дату. Те, кто подавал документы в последующий месяц, с 21 июля по 12 августа, будут сдавать экзамены 16 августа, время такое же, с 10 утра до 10 вечера, и резервный день – это 20 августа. При этом хочу обратить ваше внимание, что временной промежуток с 10 утра до 10 вечера свободен весь. Вы можете воспользоваться любым удобным для вас временем, но как только вы приступите к выполнению задания, автоматически начнется отсчет времени, и у вас будет, соответственно, ровно час. Поэтому зайти и сделать половину тестов, а вечером сделать другую половину у вас не получится. Настройтесь на то, что придется все делать за один раз.
Если вас интересует, как подготовиться к сдаче вступительного испытания, то вот здесь также вы можете видеть наш сайт приемной комиссии, и интересующая вас вкладка будет находиться вот здесь с правой стороны. Это программа вступительных испытаний, соответственно, вы здесь выбираете предмет физика. Вот таким вот образом выглядит программа вступительного испытания. Здесь у нас прописана очень подробная информация по поводу того, какие требования системные к вашему компьютеру, какие у вас там есть права и обязанности, что должно быть, ну и так далее. И также можно посмотреть более подробную информацию по разделам, то есть какие разделы механики, молекулярки и так далее вы должны будете знать. Ну а теперь давайте посмотрим на примеры вступительных испытаний. Вот в такой тестовой форме они будут представлены. Ну, тесты в основном требуют от вас умения решить задачу представленную. Вот на этом примере у нас задача из механики. Здесь нужно знать закон динамики и определение того, что такое сила трения. То есть подробное решение здесь представлено, вы можете с ним вот ознакомиться, нажав на паузу, и примерно сделать себе вывод о том, какой уровень знаний от вас требуется. Это механика. Вот пример второй из молекулярной физики на знание первого закона термодинамики. То есть, в принципе, все решение задачи упирается вот здесь, первый закон термодинамики. Задача очень несложная. Примерный вид задачи по электричеству, это вот задача номер 3, это плоский воздушный конденсатор. Также решение здесь представлено. Нам требуется найти напряженность поля в конденсаторе по известной формуле, ну а затем вспомнить формулу, по которой рассчитывается заряд на обкладках. Пример из оптики, это у нас геометрическая оптика, известен угол между зеркалом и падающим лучом, и требуется найти угол между падающим и отраженным лучом. То есть здесь можно выполнить построение или воспользоваться вот просто такой формулой. И последний пример у нас из атомной физики, сколько электронов вращается вокруг ядра атома. То есть здесь от вас потребуется знать, как связано количество электронов с, собственно, зарядовым номером. Вот так выглядят у нас примерные задания для вступительных испытаний. Гораздо больше примеров вы можете найти в сопроводительных документах. В день консультации вы сможете воспользоваться моей подсказкой. Если у вас что-то не будет получаться, то, пожалуйста, обратитесь по вот этому номеру, к нему прикреплен WhatsApp, или можете написать на электронную почту. Ну, разумеется, WhatsApp будет проще и быстрее. Однако прошу вас только в день консультации это делать, в другие дни все-таки старайтесь не писать. Ну вот, в принципе, такая информация. Если у вас остались еще какие-то вопросы, буду рада вас видеть, слышать на консультации. Всего доброго.